Салам алейкум. Через час же, да, матч? Да, Прям как раз успел. меня снимай. Это который новый покупал? С Кыргызстана я улетел в 9 в Рубин, Казань. Я там 2 года поиграл и в 11 уехал в Барселону. Там были 2 пробы, чтобы войти в школу Барса. Я прошел 2 пробы и со всей семьей переехали в Барселону. Школа Барселоны очень хорошая. Там на каждую команду по 2 тренера. Ну, как знаете, Барселона, там стиль игры, через пас, контроль мяча. И это с маленьких лет уже учат там. Ты там был 10 лет. Что ты делал 10 лет в Испании? Где ты играл? Как это было? Начал в Барселоне, 1 год играл в школе Барса. Потом, ну, как, я же маленький, надо учиться. Учился, тренировался. С Барселоны потом переходил в разные клубы. Ты учился в испанской школе, получается, да? Да, с каталонской школы. Каталонской. Ты учился... Ты знаешь испанский? Да. Конечно, испанский, каталанский. Скажи пару слов, типа, на испанском. Привет, как дела? Меня зовут Эрбол, типа такого. Hola, ¿qué tal? Me llamo Erbol. Estoy aquí con mi amigo Azamat. Estamos haciendo una entrevista. На расслабоне, на чили. 10 лет в Испании, ты не забыл кыргызский? Ну, кыргызский, я когда маленький был, так знал. Ну, понимаю хорошо. Ну, разговаривать тяжело. Ну, сейчас сюда приехал, понемножку уже начинаю общаться по-кыргызски. В школе Барси, когда ребенок исполняется 12 лет, он должен уже уходить. Ну, уже дальше нету ничего. Если только там самый лучший, и тебя возьмут в Ла Масию, где там хорошие игроки уже. 12 лет исполнилось мне, я перешел в воспиталет. Когда ты играл в Варенье, в Испании, как там было? По контракту ты там получал деньги или пока просто так? Нет, пока что просто так. Еще несовершеннолетнего. И когда тебе стало 18 лет, ты приехал обратно в Кыргызстан. В 19 лет приехал, в апреле. Семейные проблемы были, обстоятельства, из-за этого приехал. Абдуша так, клуб детства, не сразу, 2 руками, вот так, добро пожаловать. И я сам решил здесь остаться, закончить сезон. Но с 2 сторон мы согласны были. А у тебя 10 лет испанского опыта по футболу. Когда ты приехал сюда, вот ты уже играешь, забиваешь. Какая разница между испанским и европейским футболом и кыргызским нашим? Ну, это все знают. Здесь физический футбол, так, меньше контроля мяча. Так, туда-сюда. Да, бей, беги, как сказать. Ну, не все команды, конечно. В Абдушате не так. Стараемся по-испански играть. В чем проблема кыргызского футбола? Почему у нас не получается играть, как в Испании, в Барселоне? Тренер условили? Или как ты думаешь, твое мнение? Да, как сказать, наверное, деньги не хватает здесь. Или, может, федерация, не знаю, мало денег вкладывать в клубы, чтобы они развивались, там, поля строить. Или больше команд сделать. Например, в Кыргызстане 8 команд взрослых футбола. Смотря с европейскими там лигами по 20, по 18 команд. Ну, это тоже влияет, наверное.
тебя душата. Разница, когда ты улетал в Россию, вот свое путешествие, и когда ты вернулся. Есть ли изменения? Не то, что в Душате, в Кыргызстане, в Бишкеке, в Канте. Изменения в Душате очень прям... Когда маленький был, помню, только мисс был, вот здесь несколько полей. И когда сюда приехал, если честно, я офигел. Как профессиональный клуб. Спортзал есть для футболистов, раздевалки, столько полей. Можешь в любое время прийти и потренироваться. Был вопрос такой у наших подписчиков, почему номер 15 в Душате? Это как-то с чем сочетается или есть какой-то смысл? Нет, такой номер дали, такой взял, мне без разницы, под каким играть. Такого не было, я 7, я 10. Нет, ну меня спросили, какие номера хочешь. Я сказал, но они все уже это были. Новичок, мне без разницы, какой номер. Опорного полузащитника, под нападающего. Как тренер поставит, так и буду играть. В середине главное, чтобы я играл. И все. Почему середина? Потому что, мне кажется, у меня хорошо вижу поле. Могу больше команде привезу. Как тебе наша игра в сборной Кыргызстана? Как ты думаешь, когда ты можешь поиграть в нашей сборной? Ну, еще я об этом не думал. Всевышний покажет, когда я буду играть за Кыргызстан. Ну, пока что не знаю.